В этом году в налоговый кодекс вступили определенные изменения. Какие именно, как их удалось реализовать и как они отразились за минувшее время, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Вячеслав Зайцев, начальник отдела Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Вячеслав Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы говорим о том, что с 1 января 2026 года вступили изменения в налоговый кодекс. Вот давайте конкретно обговорим, какие это изменения. В первую очередь, это введение такого единого документа. Называется он выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, или сокращенно ЕГРН. Он с собой подменил несколько документов, заменил это свидетельство о постановке на учет и уведомление об постановке и снятии с учета налогоплательщиков. Этот документ касается всех, и бизнеса, и простых наших жителей республики. Это ключевое и основное, и то, что в принципе могут на себе почувствовать наши граждане. Ну вот выписка ЕГРН вроде бы и до этого была, нет? Выписка из ЕГРН была до этого, она существовала отдельным документом, но теперь она за собой заменила все остальные документы. Собственно, и это позволило снизить количество документов в обороте при общении с налоговыми органами и упростило, в принципе, для всех нас вот это взаимодействие. Ну вот если раньше выдавался такой документ, едва ли не единственный, это свидетельство о постановке на учет. Я правильно понимаю, что сейчас этот документ не выдается? Да, на сегодняшний день он не выдается, вместо него выдается выписка из ЕГРН. То есть это одна выписка, условно, на все случаи жизни? Можно и так сказать. Действительно, эта выписка одна, но при этом она позволяет получить в необходимой мере и количестве сведений, которые содержатся о тебе как о налогоплательщике, я имею в виду о гражданине или юридическом лице, или индивидуальном предпринимателе, то, что содержится у нас в реестре ЕГРН именно у налоговых органов. Вячеслав Юрьевич, к чему нужны были эти изменения? Только для того, чтобы упростить жизнь налогоплательщикам? Действительно, это была основная цель, а также приведение в соответствие тем соответствующим нормам и правилам, которые существовали у нас и по другим реестрам. Например, у нас в ЕГРЮЛе давно уже выписки, в ЕГРН у нас давно уже выписки, то есть и реестр, Единый государственный реестр налогоплательщиков наконец-то полностью обозначился, как и остальные реестры, для налогоплательщиков и для налоговых органов. Но, тем не менее, остаются определенные случаи, когда документы о постановке на учет или о снятии с учета все-таки выдают. Правильно понимаю? Не совсем так. Дело в том, что сами документы, которые были выданы до 1 января 2026 года, они также остаются действующими. И это самое главное нужно, что для себя понимать нашим налогоплательщикам. Не нужно бежать и менять существующие документы на выписки. Они также действуют и никуда, собственно говоря, не делись. Также у нас они находятся в юридически значимом документообороте. Они также принимаются, они также представляются, и спокойно мы можем, собственно, ими пользоваться в своей повседневной жизни. Это вот нужно главное понимать. А если говорить о выписках ЕГРН, то действительно количество случаев, когда выдавались уведомления, у нас существенно сократилось. Дело в том, что налогоплательщикам по многим видам постановок на учет эти документы были и не нужны. Они были не востребованы. А раньше мы их все равно должны были в рамках налогового кодекса выдавать. На сегодня же этот перечень существенно изменен, но при этом ключевые случаи, когда действительно выписка из ЕГРН как факт постановки на учет выдается, он остался. Это у нас в случае, если юридическое лицо или иностранное юридическое лицо встает на учет по местонахождению обособленного подразделения. Это у нас ряд случаев, когда мы иностранных граждан ставим на учет. И это у нас случаи частно практикующих физических лиц. Это особая категория. Это у нас туда входит и у нас и нотариусы входят. Это у нас входят туда поверенные, особая категория.
туда же ходят и наши адвокаты и так далее. Ну и, конечно же, в случае, если гражданин придет с заявлением к нам о постановке на учет, то, соответственно, конечно же, мы ему выдаем выписку из ЕГРН. Хочу отдельно отметить, что если говорить о способах получения, как и что мы можем получать, значит, у нас есть возможность получения, придя лично в инспекцию, с заполненным бумажным документом. Ну, в принципе, если у вас его нет, ничего страшного, там же выдадут форму, форма простая, вам помогут ее заполнить. Либо, собственно, мы можем обратиться в МФЦ, нашим коллегам, они у нас также, мы в партнерах с ними работаем, и через них также подать заявление. Если же нет необходимости или не очень хочется обращаться в налоговые органы непосредственно, то можно воспользоваться теми возможностями, которые нам дает электронный сервис. И здесь мы можем говорить о личном кабинете налогоплательщика. Также мы можем говорить о личном кабинете портала государственных услуг. Ну и, соответственно, есть специальный сервис «Узнай свой ИНН» на сайте ФНС России. Так что у нас сейчас очень богатый выбор, каким способом мы можем получить сведения в виде выписки. А что делать с теми документами, которые были выданы ранее? Ну, те документы, которые были выданы ранее, они также остаются, вы можете ими пользоваться, и они остаются на руках. Другой вопрос, что сейчас нет такой необходимости постоянно держать их в сумочке, как мы привыкли, когда мы куда-то приходим, обязательно этот документ с собой носим. Если у нас есть интернет, мы спокойно в любой момент можем сформировать эту выписку и, соответственно, ее предъявить по месту, где ее и нужно показать или кому-то что-то подтвердить, а именно постановки на учет, именно как юрлица или как физлица, как индивидуального предпринимателя. Обычно это вопросы работы с контрагентами, это вопросы работы с банками, возможно, некоторыми гражданскими институтами. Вячеслав Юрьевич, иногда бывает такое, что понадобился ИНН, но под рукой нет ни свидетельства, ни выписки из ЕГРН. Вот что делать в этих случаях? Ваши порекомендуйте. Ну, моя главная рекомендация — не теряться, ничего в этом страшного нет, абсолютно. Открываем свой смартфон, заходим в тот же самый личный кабинет и смотрим там. И, кстати, если кто-то пользуется мессенджером МАКС, то при наличии цифрового ID в нем, там, соответственно, тоже можно эти сведения увидеть. То есть не обязательно с собой носить документы. Итак, если у нас, что бы вы посоветовали именно нашим слушателям, нашим телезрителям о том, что вот если с этими нововведениями, что нужно делать, какие действия нужно предпринимать, или наоборот просто быть готовыми к тому, что при покупке недвижимости или каких-то еще манипуляциях, то будет один документ, одна выписка? Ну, вопросы регистрации права — это у нас к Росреестру, а если нам необходимо понимать, по каким основаниям мы стоим на учете в налоговых органах, то мы можем эту информацию получить в личном кабинете налогоплательщика, либо мы просто можем запросить полную выписку и, соответственно, указать, что нам нужно получить, какие виды сведений. Либо просто мы можем галочку поставить: дайте мне все данные обо мне, как налогоплательщике, где я стою на учете, по каким основаниям, по какому виду недвижимости, имущества и транспорта. Это все, собственно, в выписке будет содержаться, если, соответственно, вы укажете полную выписку, когда будете заполнять запрос, заявление. Ну и резюмируя все вышесказанное, что в основном поменялось для налогоплательщиков? Если говорить о простых физических лицах, по наших гражданах, то больших изменений их непосредственно не коснулось. Это больше внутренние нормативные акты внутри службы. Для взаимоотношений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, хотелось бы один момент подчеркнуть, что не обязательно представление выписки из ЕГРН для того, чтобы подтвердить свою постановку на учет. Для индивидуального предпринимателя таким же документом является выписка из ЕГРИП. Для, соответственно, организации выписка из ЕГРЮ.
Поэтому, если где-то в банке вас попросят представить какой-либо документ, подтверждающий, что вы стоите на учете, достаточно показать выписку. Это если мы говорим о бизнесе. И, соответственно, самое главное, наверное, чтобы меньше обращаться и тратить свое время в налоговые органы, лучше всего пользоваться теми возможностями, сервисами, которые мы представляем. Соответственно, это в первую очередь экономит время наших дорогих телезрителей. Вот. Для нас, конечно, мы рады видеть всех, но тем не менее для телезрителей, я думаю, что это большая экономия времени. Ну, причем выписка ЕГРН, я правильно понимаю, что она действует как в электронном формате, так и в бумажном? Естественно, та выписка из ЕГРН, которая электронная формируется, она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и в рамках существующего нашего законодательства имеет такую же юридическую силу, как и простой бумажный документ, подписанный нашей подписью живой и поставленный на нем печать. То есть это такой унифицированный документ, который сейчас упростил нашу жизнь. Да, совершенно верно. Вячеслав Юрьевич, спасибо огромное, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам за эту возможность. И надеюсь, моя информация будет для всех полезна. Спасибо. Всего доброго. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Вячеслав Зайцев. Это начальник отдела управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.